Казах по происхождению, но якут по душе. Так можно охарактеризовать Марата Ахменова из города Покровска Хангаласского улуса. В начале 90-х он переехал в Якутию, создал здесь семью, построил успешную карьеру, познал местную культуру, при этом не забывая о своих этнических корнях. Марат Ахменов родился в середине июля 1966 года в селе Карасарт Карасукского района. Данное поселение расположено не на территории Казахстана, как можно было бы подумать, а в Новосибирской области. Дело в том, что в период сталинского режима много казахов были вынуждены покинуть свои исторические земли из-за политических преследований и основать новые поселения в ряде регионов в Сибири. У нас в области, в Новосибирской области очень много проживает казахов, да, вот в Омской области, вот в Сибири вообще много казахов проживает. И вот у нас в районе есть 3 деревни, чисто казахские. Вот так, мы так говорим, то есть проживают одни казахи. Вот это одна из этих деревень, это Карасарт. Это был когда-то охотник, вот это в честь него названа деревня Карасарт. Вот там живет моя мама сейчас, сестренкой с младшей. Вот. В семье у нас пятеро, 4 брата и сестренка. До 8 класса юный Марат учился в родном селе. После его, как способного ученика, пригласили в соседний Баганский район для обучения в местной школе в специализированном классе с физико-математическим уклоном. Юноша был готов к переезду и новому окружению, но перед ним стояла задача преодолеть языковой барьер. Дело в том, что Марат умел говорить только на казахском языке, а в новой школе знание русского было обязательно. Я впервые там уже заговорил на русском языке, то есть уже в обычном обиходе. Вот. И это было очень, конечно, сложновато. Ударение не там ставилось, значит, были сложности с русским языком первый год. Девятый класс я только адаптировался, как это. Вот, ну, даже на уроке, вот вроде понимаешь, а сказать не можешь. Вот. Однако, благодаря своему усердию и настойчивости, герой передачи быстро освоил русский язык и начал свободно общаться на нем. После окончания Баганской средней школы Марат поступил в Новосибирский педагогический институт на физико-математический факультет и, будучи первокурсником, встретил свою будущую жену Надежду. Ну, это был 83-й год. Я уже была студенткой 2-го курса, и, как всегда, начало учебных занятий, оно равняется субботникам, проводимых в общежитии. Отмываем все стены, комнаты, коридоры, лестницы и так далее. И вот на одном из субботнике мы познакомились. Чувства между молодыми людьми зародились, когда Марат порезал палец, и нужно было его срочно перевязать. Герой передачи за помощью обратился к знакомой казашке, которая жила в одной комнате с Надеждой. И тут Сандугаш говорит, я не умею, вот Надя умеет. И из комнаты вышла Надежда Тимофеевна, Надя вышла. Там вот жили в этой комнате 4 девушек, одна кореянка, русская, казашка и якутка. Надежда Ахменова в девичестве Тимофеева родилась в селе Синск, тогда еще Орджоникидзевского района. Папа у нее был якут из Сунтарского улуса, мама русская, родом из Алтайского края. Надя была 6-м, самым младшим ребенком в семье. Тимофеевы часто переезжали. Отец в то время был кем-то вроде антикризисного менеджера в сфере сельского хозяйства. В итоге окончательно семья обосновалась в Покровске. Отсюда Надежда и отправилась поступать в Новосибирский пединститут на математический факультет. Кстати, судьбоносное совпадение. Ее родители в свое время тоже познакомились в Новосибирске, когда учились там в сельхозинституте. Даже в одном районе Новосибирска, Октябрьский. И сельхозинститут, а через как бы там овраг находится педагогический институт на улице Вилюйской, кстати говоря. Итак, Надежда и Марат начали встречаться. Интернациональная пара якутки и казаха смотрелась гармонично, но конфетно-букетный период прервала повестка. Накануне 2-го курса Марата призвали в армию. В то время не было брони, и 84-86 год я служил в армии. Я служил в пограничных войсках. Это была, значит, войсковая часть, значит, на границе трех границах, Китай и Корея.
Хасанский пограничный отряд. Еще до армии молодые решили, что узаконят свои отношения, сообщили об этом родителям. И когда Марат отправился отдавать долг родине, Надежда впервые встретилась со своей будущей свекровью. И мне пришлось ехать в его деревню, отвозить его вещи. 2 года. Это же не год, но год, может быть, это можно похоронить, да, а на 2 года. И вот тоже с подружкой поехали. И первый раз я в его деревне, в его семье оказалась без него, с его чемоданом. После возвращения Марата с армии молодые расписали. Тут же в Новосибирске сыграли студенческую свадьбу. В 1989 году у них родился первенец Айдар, и Ахменовых переселили в семейное общежитие. Секционное общежитие, да, небольшая комната у нас была. И там вот с первым сыном мы прожили какое-то время, почти год. И в январе 90-го, дело в том, что мы жили в районе, где ТЭЦ, а все ТЭЦ в Новосибирске топились углем каменным. И вот у старшего сына аллергия на взвешенные частицы угольной пыли. И тогда мне очень хороший педиатр была, и она посоветовала: поменяйте место проживания. Что-то очень долго мы болели, и Марат сказал: давай попробуем тогда. «Давай попробуем» означало переезд в Якутию. Еще одной причиной смены места жительства было то, что Надежда хотела быть ближе к своей матери. Мама Надежды Тимофеевны, это не этично, она как бы осталась одна. Все дети разъехались. Бабушка одной очень сложно было. И в то время, да, здесь в Покровске жила. Вода привозная, значит, нету таскать-то, да. Здесь жила сестра старшая, но они переехали в Максагалох. И она одна осталась. Поэтому Надежда поехала матери помогать. И через полгода я поехал. Марат Ахменов прибыл в Якутию в августе 1990 года и прямиком с аэропорта направился в Покровск. Тогда он мало имел представления, что такое Якутия и какой народ здесь живет. Нет, я слышал, конечно, по учебникам, но я вообще не знал, что здесь такое лето и зима. Знал, что холодно в Якутии. Что за народ, я представления не имел до встречи со своей супругой Надеждой Тимофеевной. Когда потом уже ближе узнал, приехал, там уже, и, оказывается, у нас и культура похожа, и все похоже есть, так что... О трескучих якутских морозах наслышаны многие, и герой передачи тоже знал об этом. Тем не менее, первую зиму в Якутию он перенес достаточно комфортно. На удивление прошло очень хорошо, потому что, я помню, 90-е годы морозы были безветренные, да, сухие такие, только ветки трещали там от мороза, Поэтому я перенес как-то очень даже хорошо. Но все же одна вещь оставила неизгладимое впечатление у Марата. Конечно, это в первую очередь дома на сваях, это было мерзлота, когда подполье открыли, и там лед. Это было для нас шок, конечно. Даже я помню, через какое-то время приехала моя мама в гости, и увидела ледник наш там в сарае. Он сейчас уже затопленный был. И она увидела, говорит: ничего себе, говорит, как здорово, холодильник бесплатный. Говорит, у вас бы так было. Я говорю: это же в Новосибирске нет уже мерзлоты. Это было, конечно, очень удивительно, что мерзлота, прямо лед. И Булус, когда тоже увидел, тоже интересно было. Вроде лето, а лед лежит. На данный момент Марат Ахменов работает заместителем главы Бестяхского наслега. Этот наслег находится в 20 минутах езды от города Покровска. В муниципальную службу герой передачи пришел со сферы образования. Но давайте вернемся в 1990 год. В год своего приезда в Якутию Марат почти сразу устраивается работать учителем физики в Покровскую среднюю школу номер 1.
Ну, конечно, я приехал, мне 21 год был, молодой. Вот, ученики некоторые были выше меня и повзрослее выглядели, поэтому адаптация шла, конечно, очень сложно. Вот, как бы, и мне сразу дали 11 класс, вот, ну, и я и не знал, что, как это все делается, конечно. Ну, ну, потихоньку начал находить общий язык, вот, и, в принципе, более 7 лет проработал вот, в первой школе. Затем он присоединился к педагогическому коллективу Покровской школы номер 3, а в 2000-м перевелся в Покровскую школу номер 2. Там же и работала учителем математики супруга Надежда. А Надежда Тимофеевна, она работала все время во второй школе. Она заканчивала эту школу, и мои все дети закончили эту школу. И Надежда Тимофеевна учителем математики, потом много лет поработала завучем. Вот, и тогда там и работает, и до сих пор работает. Годы работы в Покровской школе номер 2 можно назвать пиком педагогической карьеры Марата Ахменова. С 2000 по 2005 годы герой передачи вместе с группой других педагогов Улуса трудился над созданием серии методических материалов под названием «Современные технологии обучения физике». Эти методички были успешно внедрены в учебный процесс и получили признание как среди коллег, так и среди учащихся. Данный опыт хорошо помнит Виктория Васильева, которая в то время работала в методическом отделе районного управления образования. И тогда у нас только начали появляться компьютерные техники, компьютерная технология. И нашим учителям, особенно учителям физики, вот при составлении заданий и так далее были, ну, скажем, сложности. И как-то мы это упорядочили через 4 года и выпустили вот 4 серии методических рекомендаций. Здесь записаны поурочные планы наших учителей. Учителям это очень нравилось, и, конечно, это нам очень помогло. В 2004 году Марат принимает участие в республиканском конкурсе «Учитель года» и занимает 3-е почетное место. Ну, да, 2004 год это было экспериментальный конкурс, значит, конкурс учителей мужчин. Там были, ну, много было. Второй тур 9 человек вроде выходили. И вот когда в пятой школе, кажется, мы давали открытые уроки. Конкурс был очень насыщенный, очень такой богатый новыми вот, новшествами в учебный процесс. И в этом отношении как раз вот компьютерная технология уже у нас входила. Кое-кто на этом сорвались в том отношении, то, что техника есть техника, техника отказывает. А Марат Дюсинаевич, он провел классический урок. Ну, урок, который он проводит каждый день среди своих учеников. Методика у него была хорошая, знания хорошие, из-за того, что наставники были очень грамотные. И Марат Дюсинаевич занял 3-е место в республике. В 2006-м неожиданной для педагогов и учащихся становится новость о том, что их коллега и учитель физики уходит в муниципальную службу. Да, это тоже было очень непростое решение. Это было 2006 год. Выборы главы города Покровск. Вот Архипов Максим Владимирович, такой у нас был глава. Вот он меня пригласил к себе начальником штаба. Я долго отказывался и не понимал, что такое там какие-то выборы. Вот. Но он почему-то ему порекомендовали меня, но я и потом согласился. Вот. И мы как бы выиграли тур, это он выбрался главой. Вот. И вот он говорит, ну раз ты мне помог, давай ко мне работать. В 2007 году в Покровске вновь прошли выборы мэра. В гонку вступил в то время военный комиссар Якутска Николай Весвола. Марат снова возглавил предвыборный штаб действующего главы Максима Архипова. Вот. Ну, на тот момент, перед началом предвыборной кампании,
я хотел встретиться со своим оппонентом, вот, он отказался, вот, и я тогда просто зашел в их штаб, и там был Марат Дюсинович как руководитель этого штаба, вот, ну и предложил вести честную борьбу. То есть, ну, потому что я знаю, что на выборах всякое допускается. Вот. Ну, где мне был, как говорится, четко так сформулирован нормальный ответ, что мы работаем честно. Ну, как бы так. И действительно, если я, ну, не хочу сказать, что кто-то против меня работал, ну, хитро, по крайней мере, да, хитро. Вот. Но именно вот Марат Дюсинаевич и, как говорится, с теми, кого он непосредственно с кем я работал, ну, вел себя, ну, так сказать, по-мужски, по-мужски. Вот. В итоге Весвола одержал победу, а затем внезапно позвал в свою команду Марата. И выиграл Весло Николай Досыч, который подошел ко мне и говорит, ну что, будем работать? Я говорю, ну давай попробуем. Вот. И он тоже меня пригласил. Вот. Ну, я же все равно же для населения, для людей работал, же не для отдельного человека, как бы прикрепленный. Поэтому и успешно с Николаем Досычем проработали мы. Рабочий тандем главы и его заместителя перетек в дружбу с семьями. Марат и Николай вместе с супругами начали общаться и проводить вместе свободное время. Что интересно, оказывается, Николай Весвола еще со школы знал супругу Марата. Именно Надежда поспособствовала тому, чтобы тогда еще девятиклассник Николай вступил в комсомольские ряды. В конце 9 класса две девчонки наши покровские, это Надежда Тимофеева и Аита Олисова, вот, комсомолки, красавицы, вот, руководители комсомольского бюро школы решили, так сказать, ликвидировать нашу хулиганскую группу одну, вот, кирзаводскую. Вот. Ну да, можно так сказать, я с моими друзьями. Вот. И вы знаете, им это удалось. Вот. Вопреки всему, в конце 9 класса нас приняли в комсомол. Вот, что мы категорически, как говорится, ну, туда принципиально не вступали еще с 8-летки. Вот. Ну и так получилось, что двое из моих товарищей значит, создали вокально-инструментальный ансамбль в школе, вот, то есть как бы культурно-просветительскую работу вели, а я стал командиром школьного юноармейского отряда. Вот. И даже в комитет комсомола школы вошел. Вот так вот. Так вот прекратилась наша, как говорится, безропотная такая юность. Вот. И мы стали, как говорится, более ответственными людьми благодаря этим девушкам. Вот, и вот именно Надежде Тимофеевне. Проработав до 2017 года в мэрии, Марат Ахменов переводится в районную администрацию, устраивается специалистом по мобилизационной подготовке, затем становится главным специалистом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Должность заместителя главы Бестяжского наслега он занимает с октября 2023 года. Ну, работа очень знакома. Значит, проблемы, как и везде, вот, во всех муниципальных образованиях, это ветхое жилье, это где-то газификация, где-то вот септики и так далее, и так далее. Вот, поэтому я, конечно, охотно согласился, потому что это, ну, я уже проходил эту школу. Вот. Здесь, конечно, объем намного меньше, чем Покровский, скажем, и в районе, да, вот. Но проблемы есть. Вот. Но эти проблемы решаемы. Пожалуй, к первому, к чему привык Марат Ахменов, переехав в Якутию, можно считать местную кухню. Как и в казахской, народ Саха любит обильные мясные блюда, в том числе из конины. Но вот мясо жеребятины герой передачи попробовал здесь впервые. Как оказалось, казахи его не едят. Сёгум, есть такое понятие сёгум. Это воспитывает коня несколько там месяцев, там откармливает. Если там состоятельный, то один можешь, а если там, ну, как скажем, скооперироваться можно 2 семьи и откармливать и забивать на зиму. Ну, там уже взрослый конь. Да, там уже взрослый конь. Жеребят? Нет, жеребят это не трогают. Ага. А здесь я первый раз вот увидел, что жеребят вот таких вот забивают и потом это кушают.
Как к этому относитесь? Ну, кушаем, в принципе, полезная, питательная еда. Ну, на севере, конечно, без мяса, без энергетики никак нельзя, как говорится, на одной зелени не проедешь. В свою очередь, Надежда научилась готовить традиционные казахские блюда. И в праздники, да и в будни на столе у Ахменовых присутствуют блюда и якутской, и казахской, и русской кухни. Конечно, кухня национальная, вот через кухню национальную мы сохраняем традиции. Кушать хочется каждый день, и надо каждый день. Поэтому, ну вот, увезя так далеко из родных мест Марата в свое время, в добровольную ссылку в Якутию, да, я стараюсь готовить, ну и дети наши знают, бешбармак обязательно, вот барусаки. Я, кстати говоря, не сразу научилась их стряпать, вроде бы ничего особенного, но как-то вот у мамы получается все равно по-другому. Делаю и бялиш делаю, это такой мясной пирог. Курдак делаем, это с печень, почки, сердце и с картошкой. Ну, надо, чтобы это все меленько было сделано. Вот. Ну, манты, конечно, тоже лепим всей семьей. Якутский язык герой передачи спустя 33 года жизни в республике хорошо понимает и бегло говорит. К тому же казахский язык во многом схож с языком народа Саха. Ну, это счет, конечно, в первую очередь. Бир, еки, үш, там, бізде бір. У нас более язык такой жестковатый, жз, у нас много слов. А в якутском языке этого жз нету там, дифтонги, да? Да. Вот, поэтому бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Вот бир, екі, үш, это вот якутский, да? Вот. Ну и это иди сюда, кельмана, вот эти вот слова, сох, это жок у нас по-нашему. Вот такие, очень таких много слов. Вот, бар, иди туда, там. Вот. Национальный праздник Исех Марат Ахменов впервые посетил в 1991 году в городе Покровске и был приятно удивлен национальным нарядом местных жителей. В годы работы в мэрии Марат принимал участие в организации городского Исеха. Тогда он подошел к этому делу со всей серьезностью, соблюдая все необходимые правила и обычаи. Хочу сказать, что это наш якутский казах. Вот так вот, если в целом сказать, это якутский казах, потому что Марат большую часть своей жизни живет здесь. Вот, он впитал уже все вот эти вот наши местные традиции. Вот, их очень чтит. Их очень чтит. Вот. Более того, я хочу сказать, что когда мы работали вместе, вот, Марат всегда возглавлял вот эти комиссии по подготовке ИСЭХ, значит, какие-то творческие вопросы, вот, где очень, так сказать, трепет относился к соблюдению всех прав, значит, соблюдения вот этих правил, да, обычаи, традиций. Как установить СРГ, когда выкопать под него, значит, ямку, как выкопать, как установить, какими силами и средствами, все это он детально все изучал. Вот. Не дай бог он что-то там не понял или что-то, значит, он досконально. Ночами не спал, делал все, чтобы было все хорошо. Якутские обычаи и традиции герой передачи соблюдает и во время охоты и рыбалки. В первую очередь от Марата это и слышу, что давай попросим Баяная это дело, значит, чтобы все было хорошо, что на рыбалке, что на охоте. Вот. Мы неоднократно с ним выезжали. Ну да. То есть мы ему поручаем это дело, вот он идет там, отходит в сторонку и что-то там шепчет. Вот. Ну, да. Все это соблюдается, полностью соблюдается. Марат Ахменов не забывает и о своих казахских корнях. Сейчас он является почетным председателем казахской общины Алатау. Это есть национальный инструмент домбра. У каждого казаха в доме вот должна быть такая домбра. У Марата и Надежды Ахменовых 3 взрослых детей, у которых казахские имена – Айдар, Айрат и Айгуль. И они тоже создали интернациональные семьи. Старший сын женился на дагестанке, средний – на славянке, а единственная дочь вышла замуж за итальянца-путешественника Лоренцо Бароне, который при экстремально низких температурах проехал на велосипеде через всю Якутию.
Марат Ахменов переехал в Якутию в 1990 году и с тех пор счастливо живет и работает на благо этого северного края. Однако в последнее время все больше задумывается о переезде ближе к родным. Как говорится, у нас, как в народе говорят, Алла жаса, видно будет. Всевышний как положит, так и будет. Пока таких прямо сейчас нет намерений, конечно. Дети, внуки растут, там дальше видно будет, жизнь покажет. Ну, конечно, хочется ближе к своим. Это, наверное, естественно для любого человека. Хотя и тут свои, и там свои, поэтому пока вопрос открыт у нас.